Здравствуйте! И снова мы в прямом эфире обсуждаем самые главные и важные вопросы. 29 июня 2022 года подписано соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. А 23 марта 2023 года Совет Федерации его ратифицировал. Он вступит в силу после ратификации документа парламентом Абхазии. Создаст ли данный документ единое правовое пространство, устранив барьеры в решении коммерческих споров? Какова необходимость его принятия в условиях глобализации экономики? Внесет ли больше порядка, предсказуемости и устойчивости в торгово-экономические отношения? Мы поговорим об этом и не только. Здравствуйте, дорогие гости. И сегодня у нас в студии министр юстиции Республики Абхазия Андрей Барциц, Гиви Габня, замсекретаря Совета Безопасности, общественный деятель Адгур Лагвилава и экс-депутат парламента Абхазии Леонид Чамагуа. И вот, Андрей Львович, наверное, начну я с вас, так как вы подписывали данный документ. Вот это создаваемое единое правовое пространство поможет устранить барьеры в решении коммерческих споров. И что подразумевает данный документ и почему оппоненты власти так яростно его критикуют и опасаются? Вот на ваш взгляд. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, пользуясь возможностью, хочу поздравить всех мусульман Абхазии с праздником Ураза-Байрам. Отвечая на ваш вопрос, наверное, буду начать с того, что необходимо рассказать небольшую предысторию принятия, подготовки этого соглашения. Была проделана очень большая и кропотливая работа. В рамках проделанной работы, докладываю вам, довожу до вашего сведения, что первично проект, направленный нам, нашими российскими партнерами, предусматривал признание и приведение в исполнение судебных решений по коммерческим экономическим делам в одностороннем порядке. То есть предполагалось в первичном проекте соглашения, что решения судов Российской Федерации будут распространяться на территорию Республики Абхазия, но не обратно. Разумеется, мы категорически не могли принять такую позицию, такое предложение и, провели ряд консультаций, по итогу которого нам был направлен второй проект, подчеркиваю, проект пока еще соглашения, который уже устанавливал так называемую зеркальность, то есть исполнение судебных решений, принятых в Республике Абхазия, чтобы исполнялись в Российской Федерации, и наоборот, решения, принятые российскими судами, чтобы исполнялись на территории Республики Абхазия. Но в то же время был момент, связанный с тем, что второй, условно назовем его, проект этого соглашения касался всего спектра гражданских правоотношений. То есть предмет правового регулирования был очень широкий и затрагивал огромное количество сфер нашей с вами жизни. Мы вышли на очередной этап переговоров, по итогу которого мы с нашими российскими партнерами приняли решение сосредоточиться на тех позициях, которые есть и заложены в нашем национальном законодательстве. И итоговое соглашение, которое сегодня является предметом обсуждения, всем хорошо известно, уже приобрело название соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. То есть мы сузили тот изначальное предложение до конкретных экономических споров, принимаемых арбитражными судами. Вот это была предыстория вопроса. В завершении первичного своего выступления скажу о том, что наша позиция основывалась исключительно на нашем национальном законодательстве. То есть наше процессуальное законодательство, наш гражданско-процессуальный кодекс, наш арбитражно-процессуальный кодекс закладывал и закладывает по сегодняшний день в себе именно те нормы, которые фактически мы изложили в том соглашении, которое мы подписали и ожидаем ратификации парламентом, народным собранием. Могу совсем коротко представить вам, там есть, например, у нас в арбитражно-процессуальном кодексе, чтобы было понятно, прям зачитаю, цитата была.
соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, это то соглашение, которое мы подписали, а глава 28 арбитражно-процессуального кодекса называется «Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». И сразу 262 статья «Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». То есть фактически мы реализовали механизмы нашего национального законодательства. Спасибо. Так, кто может добавить? Или я буду вопросы задавать вам, как удобно будет? Спасибо. Значит, что добавить? На самом деле, по сути, министр юстиции нам сказал, я добавлю с другой точки зрения. Для начала нужно сказать, что мы это соглашение заключили с нашим союзником. Не просто партнером, а стратегическим союзником. И мы имеем, так сказать, большой договор с этим, с таким государством, и по которому по разным направлениям мы заключаем различные соглашения. И, в принципе, взаимно признаем по различным направлениям различные решения. А в данной ситуации я хотел бы еще таким образом сказать. Я поздравляю нашу судебную систему, потому что все-таки решения судов наших по этому соглашению будут признаваться в Российской Федерации. Если, допустим, кто-то будет говорить о том, что вот решение российских судов как признавать здесь, а я бы другую сторону, здесь бы о другой стороне говорил, именно решение наших судов, которые будут признаваться в этой стране. Я считаю, что это огромный плюс, тем более, что вопрос стоит в области оказания правовой помощи участникам предпринимательской деятельности. И в данном случае наши предприниматели также могут иметь проблемы и, скорее всего, имеют проблемы, которые нужно разрешать нашими судами и которые, допустим, эти решения неплохо бы исполнять на территории, например, Российской Федерации. Поэтому я и сказал, что в данной ситуации я считаю, что шаг или результат, допустим, наш результат в том плане, что наша судебная власть или нашу судебную власть признают как судебную и в принципе говорят о том, что здесь решения могут принимать и правильные решения. Я хотела продолжить. Я слушала выступления представителей оппозиции, так скажем, оппонентов власти, где говорится о том, что это соглашение повлечет негативные последствия для наших граждан и предпринимателей. Вот о чем идет речь. Вот здесь представители оппозиции находятся. Может быть, вы ответите на этот вопрос. Адгур, начнем с вас, наверное. Да. В первую очередь надо, я считаю, сказать о сути этого соглашения, если коротко для людей, которые не так хорошо разбираются в судебной практике и в правовых делах. О чем это соглашение? Это соглашение о том, что решения судов по экономическим делам, здесь у меня будут пару уточняний, у нас, надеюсь, будет блок вопросов, потому что есть много вопросов, которые надо уточнить. Пока буду говорить по экономическим делам, что решения российских судов по экономическим делам будут исполняться на территории Абхазии. Если в этом вы не видите рисков, значит у нас разное понимание слова риск вообще как такового. Если говорить об количестве, у меня точных цифр нет, здесь министр юстиции есть, он подскажет. У нас несколько тысяч совместных предприятий, то есть форма СП или иностранных граждан, которые являются учредителями ООО. То есть это несколько тысяч организаций. Цифры меняются, но больше тысячи. Есть, кстати, организации, которые были ликвидированы или закрыты, их тоже очень много. И в самом соглашении, к примеру, оно имеет обратную силу. Вот в последней статье, в 11 статье сказано, что он имеет обратную силу, этот закон. Если говорить о практике, конечно, принцип зеркальности, он как принцип, он звучит хорошо, но что мы имеем по факту? Надо говорить всегда по факту, что происходит в реальности. Несколько тысяч совместных предприятий здесь на территории Абхазии и очень мало таких же ситуаций, которые будут в Российской Федерации. То есть граждан Абхазии, которые имеют там какие-то совместные предприятия в Российской Федерации. То есть здесь несколько тысяч, там, я думаю, несколько десятков. Плюс у меня возникают большие сомнения о том, что решение абхазских судов будет исполняться в Российской Федерации.
И никто это не может гарантировать. Ни министр юстиции, ни президент страны это никто гарантировать не может. Кстати, в российском законодательстве у них в России очень много подобных соглашений, которые они в рамках конвенции, на которые здесь ссылаются, я про нее тоже скажу. Порядка 100 стран, с которыми подобные отношения в рамках конвенции у России есть. И Россия оставляет за собой право не исполнять судебные решения, которые там нарушают, так сказать, там какие-то публичные права. Или здесь тоже, кстати, ссылка на это есть. Но проблема в том, что в российском законодательстве вот эти все случаи прописаны, а в нашем законодательстве этого нет. Поэтому я могу смело говорить о том, что у России намного больше возможностей не исполнять решения наших судов, чем у нас. Потому что мы эти решения будем выполнять, потому что на нас будет оказываться давление и дипломатическое давление. Поэтому у нас принцип зеркальности, если и сохранен, то он фактически принципа зеркальности не будет. Надо понимать, что это 140-миллионная огромная страна, член Организации Объединенных Наций, член Совбеза ООН, и мы маленькая страна, которая только строит свою государственность. Поэтому, если говорить о принципах, я считаю, надо больше говорить о фактически, когда принципы эти будут исполняться. Если говорить о юридических вопросах, да, то в самом этом соглашении я не вижу большого смысла юридические какие-то моменты обсуждать, углубляться, потому что он уже подписан, он прошел все стадии ратификационные в Российской Федерации. Я так понимаю, мы в него не можем вносить изменения. Но если бы у вас была такая возможность, что бы вы внесли? Я бы подобный закон вообще не подписывал и не выносил бы, конечно, в парламент на ратификацию. Потому что здесь я понимаю, для чего этот закон нужен. Да? Какие-то есть группы в России, там такого, скажем, экономического толка, финансового, которым нужны гарантии своих вложений здесь, в Абхазии. Это как минимум. Но подобные законы можно принимать точечно, да, или какие-то, если защищать инвесторов, можно отдельно по инвесторам принимать законы. Это соглашение будет касаться всех отношений, которые только возможно. И не только там будут касаться инвесторов. Я думаю, огромное количество наших граждан теоретически это соглашение может затронуть. Если говорить об объеме судебной системы России и Абхазии, это, конечно, несопоставимые две величины. Если в России порядка 2500 только судов. Это и судов общей юрисдикции, и арбитражных судов. Нормативная база Российской Федерации, она просто огромная по сравнению с нашей. Даже если у нас все будет работать нормально, вот как министр говорил, принцип зеркальности будет соблюден, в чем я, конечно же, сомневаюсь. Представьте, будет несколько тысяч обращений в суд, судебных решений, она просто обвалит нашу судебную систему, она просто с ней не справится. Даже сейчас, какие проблемы судебной системы у нас есть, да, при нашем, так скажем, при нашей абхазской текучке, да, и не всегда наша судебная система справляется, там недостаток кадров, там много разных вопросов, технического оснащения. Если несколько сотен судебных решений сейчас придет в нашу судебную систему, она просто обрушится, она под этой тяжестью она не сможет. То есть здесь очень много рисков заложены, которые мы как минимум к этому соглашению не готовы. Это как минимум я такую даю более-менее лояльную, либеральную оценку. Мы к такому соглашению не согласны. В самом соглашении, если говорить о юридических моментах, о которых я не хотел бы углубляться, но все-таки скажу. Здесь есть ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года. Почему-то в этом соглашении ссылается, по сути, это соглашение заменяет собой ратификацию данной конвенции, что противоречит нашему закону о ратификации международных договоров. То есть посредством этого соглашения мы не можем ратифицировать конвенцию Организации Объединенных Наций. Я и с юристами проконсультировался, это абсолютный нонсенс, мы такое допускать не можем, он не имеет никакой юридической силы, этот документ. Что касается самой конвенции, сама конвенция не предполагает участие в ней страны, которая не является членом ООН. Это в самой конвенции это написано в статье 10. То есть если говорить о юридических моментах, уже просто из-за одного этого несоответствия этот документ надо отправлять, условно говоря, обратно. Я не согласен с этой позицией. Так, теперь, если вы позволите, мы тут друг с другом все не согласны, давайте мы не будем друг друга комментировать, внимательно выслушаем. Первое, по поводу уважаемой нашей ведущей, я не слышал яростных каких-то аргументов против, только началось обсуждение в обществе, оно идет очень, на мой взгляд, в русле корректности. Я надеюсь, что дальше мы не только блистать своим образованием будем, но и воспитанностью. Поэтому
думаю, что тут никакой ярости в наших взаимоотношениях не было. По поводу Я, присутствующих. может быть, Я обидела извиняюсь. этим, Нет, да, не обидели, но сама форма Может быть, преподносит да, но чуть-чуть. я Я помню ничего здесь такого и не имела в виду. яростные дебаты по многим вопросам, помню, но по этому вопросу точно не было. Теперь дальше, что хотелось бы мне сказать. Ну, я вот с огромным уважением к нашим оппонентам отношусь и понимаю, что ихняя подача материала, ихняя форма видения материала, она идеализирована, на мой взгляд. То есть они вкладывают как патриоты, как сыны Абхазии туда свои лучшие побуждения, свое хорошее видение ситуации. Но это не значит, что эта ситуация не грозит какими-то для нас тяжелыми последствиями. Вот здесь о конвенции говорили. Вообще она называется Нью-Йоркская конвенция, 1958 года принята, а в 1959 году она вступила в действие. Согласно этой конвенции, вот здесь черным по белому написано, что мы чуть ли не признаем ее, хотя не можем быть, совершенно правильно Адгур сказал, участниками и подписантами этого документа. Да, согласно этой конвенции, по арбитражным судебным решениям и так далее, да, если завтра мы такую возможность представим, все грузинское имущество на территории Абхазии будет или возвращено грузинским беженцам, так называемым, или мы будем вынуждены выплачивать компенсации. А отрицать этого невозможно. Это первое. Второе. Вот здесь говорили о широком круге вопросов, об огромном труде, проработанной по материалам. Я уверен, что абхазская сторона и работала, и старалась. И вот нам представили документ, в котором сказано, что выполняются только изначально позиции российской стороны. Но мы с детства знаем, что надо требовать большего, чтобы добиться нужного результата. Это, во-первых, неуважение. Огромная страна, Российская Федерация, по отношению к Абхазии всегда проявляла дружелюбные отношения, помогала в развитии, финансировала многие проекты, но при этом иногда у меня возникает впечатление, что вот не мытьем, так катанем. Документ этот не раз поступал, и аналогичные документы руководству нашей страны поступали и бывшим министрам, и всегда находились аргументы, связанные с тем, что этот документ принимать нельзя. Вот здесь вот круг вопросов. Я хочу обратить ваше внимание на сам документ. Вот его объем. 3-4, это крупным шрифтом напечатанных листа, из которых всего 11 статей. 1, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 фактически не несут никакой смысловой нагрузки. Нагрузка смысловая – это статья 2, статья 3 и статья 4. Основание отказа в признании и принудительном исполнении решения – статья 5. На мой взгляд, этот объем ничтожно мал для того, чтобы обхватить соответствующие вопросы. Тем более, что здесь сказано, что мы в статье 5 читаем: стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением административных и иных публичных правоотношений, которые складываются между физическими лицами, там, организациями. Это все касается судебных тяжб с муниципалитетами, с нарушением выборного законодательства, административных арестов и так далее. Я читал просто совсем недавно соответствующие материалы в Российской Федерации. Поэтому я ничего нового не говорю, не придумываю. То есть за исключением этого фактически все наши сферы, вся наша жизнедеятельность вот здесь на 2 листах. Размытых, не конкретизированных, не говорящих ни о чем. Тогда у меня возникают некоторые вопросы. У нас речь идет об экономических вопросах. Вот мы знаем, что экономика делится, да, нас это как бы все здесь лучше меня, я думаю, знают, люди молодые, более образованные, да. Первичный, вторичный, третичный, четвертичный сектор экономики. Что это такое, да? Вот, ну, это деление по секторам, производство, строительство, сфера обслуживания, финансы, там, и так далее, да.
Ну и дальше идет, что есть государственный и частный сектор. Это делится в зависимости от форм собственности. Что такое собственность? Экономическая категория, запятая, юридическая категория и гражданско-правовой институт. Объект собственности имущества. Вот у меня вопрос. Завтра на основании вот это все выписано только что из российских материалов. Я недавно узнал о том, что мне придется ехать на эфир. То есть я посмотрел, там на самом деле тонны надо перелопатить. То, что касается арбитражей, признания судебных решений. Потом мы сегодня говорим о том, что это большое достижение для абхазской судебной власти. А вы уверены вообще, что вот на основании этих документов завтра граждане России грузинской национальности не обратятся с требованием возместить им ущерб, вернуть собственность? Это все вот здесь написано. Это написано в российских документах, касающихся арбитражей. И мы сегодня вот на этих 2-3 листах, где нету никаких ограничений, где не написано за исключением этого, того, 3-го, 5-го и 10-го, хотим вот это вынести. Вы знаете, была прекрасная практика в 2014 году, как-то все позабыли, да, резонансный договор о дружбе и союзничестве, там, стратегическом партнерстве, да, которые тогда многие осуждали, сейчас они, кстати, очень многие его хвалят. Вот перед тем, как его подписывать, документ был вынесен на обсуждение до ратификации. Ничем не повредило, мы смогли многие позиции изменить. И сегодня на самом деле этот закон много позитива несет для абхазской стороны. Но я не могу понять, где, послушайте, у меня вопрос вот простой, да. Вот у нас известная история по Гудаути. Пановый наш гражданин. Нам что нужно, чтобы Панов поехал в Российскую Федерацию, привез судебное решение, и мы его выполним? Если мы его в состоянии выполнить, почему мы его сегодня не выполняем? Документально Панов во всем прав. Все документы у него, он собственник. Вы зачем вот это все творите? Это все льется на мельницу известных олигархов для того, чтобы защитить чьи-то не совсем законные интересы на территории Республики Абхазия. Я приведу один небольшой пример. Помните Гагаринскую дачу? Все же помнят государственную дачу в Гагаре. Она была, я как-то сказал, при Сергее Васильевиче, нет, она была передана в 2003 или 2004 году, я извиняюсь, что ошибся, как дача Краснодарскому краю. То есть государство передало государству. Спустя немного времени, вот это уже не смогу сказать, в 5-м, 6-м, 7-м, в 4-м году, она стала собственностью определенного лица. Вопрос, это схема мошенническая, на мой взгляд, потому что такие вещи в России давно возвращаются в лоно государства. Нам что, нужно, чтобы человек привез решение с арбитража России, что его собственность? А что мы закладываем мину замедленного действия под наши вот здесь тысячи предприятий, в любом из предприятий есть экономические споры между совладельцами, но они без этого закона находят общий язык. Завтра недобросовестных людей хватает и в Абхазии, и там. Начнут пользоваться, создавать склоки, ездить, принимать арбитражные решения. Законодательство наше полностью российское не соответствует по многим факторам. У нас даже вот тут, к примеру, если я не ошибаюсь, разные виды экономической деятельности прописано, а прописана операция с недвижимостью у них. Это все под что попадет? Леонид Михайлович, давайте, я думаю, что Андрей Львович ответит на вот эти ваши вопросы. Вот тут Да, он я выписывал, тоже так да, думаю, и что я он думаю, ответит. Гиви Георгиевич хочет Андрей, не обидится? ответить, а потом продолжите, да? Я понимаю опасения, значит, наших коллег. Первое, хотел бы вот что сказать. Опять же, все-таки ссылаюсь на Андрей.
это соглашение, если так его почитать, да, вот в нашем арбитражном процессуальном кодексе, что есть специальная глава, фактически оно списано оттуда, получается. Ну, если давайте уж прямо говорить. Представьте, да, вот взять наш вот главу 28, о которой он говорил, это фактически одно и то же. То есть АПК этот мы принимали не сегодня. Мы принимали Нет, достаточно. мы сейчас же крайних не Сейчас. ищем. Я не про крайности говорю. Я говорю, что мы то, что заложили себе в законе, мы это все сюда и включили. Это первый момент. Теперь сразу вот по вопросам... Я просто не понял, как это меняет ситуацию по поводу имущественных прав, которые Сейчас. непосредственно Давай, попадают в сферу экономической Почему? деятельности. Никак ситуацию не меняет. Да. Как ситуацию? Сейчас, Дальше. Нет, еще раз говорю, в нашем законодательстве эти Нет, механизмы понятно, мы с прописаны, этим согласны. они прописаны, Да. и четко там сказано, что будет соглашение, но будет работать. Оно прописано уже. То есть наш законодатель, когда прописывал эти все элементы, он наперед тоже думал. Да. Законодатель, я сейчас не помню, когда это мы принимали, но когда-то это принимали, значит, депутаты. Поэтому все опасения там тоже, скорее всего, заложены. Теперь дальше. Ну, Сейчас. извините меня, Теперь по вопрос- всему Ничего мы не как-то- известно. Вопрос. Заложено. Ну, слушайте, По факту говорим соглашение, которое сегодня лежит в Это парламенте. Мы не соглашение, говорим если о это том, что соглашение, там если было вы при царе прочтете, Горохе. если вы, почему при царе это было в наше время, это может быть 5-6 лет Мы назад было. говорим сегодня конкретно о Правильно Ну, вы все, говорите. все, ладно. Правильно. понятно. в этом соглашении. Это соглашение вы почитаете с темы АПК, что 28 глава, она одно и то же повторяет, слово в слово. Я к этому говорю. Оно Всё. повторяет, но оно не применяется, а соглашение межгосударственное будет применяться. Вот мы о чем говорим. Я понимаю, но То, что оно там было, мы а что записываем, меняет? если не применять? А что Мы оно меняет, подразумевали, что мы будем применять в Ну, будущем. значит, мы неправильно записали ГИВ. Если вы Тогда выбрали, что, мы если будем вы все выбрали- наше законодательство менять? Надо, конечно, смотреть на наше Отбор. законодательство. Не-не-не, на так не бывает. Так, так не а, бывает. отбор, Сейчас я отбор. закончу. Да, давайте Так, по дальше. сути, да. Теперь по вопросу это самое сомнение по исполнению в Российской Федерации. Ну, откуда такие сомнения могут быть? У нас наши решения не исполняются всегда. Вы Это хотите, где? чтобы нас в Абхазии? Слушайте, еще решения раз наших говорю, судов не мы сейчас исполняются. говорим о том, что решения наши будут исполняться в Российской Федерации. Мы И не Россия- можем и- этого вы гарантировать. можете Гиви. Ну, вы можете также не гарантировать, что на их... У них Нет, их так, законодательство выше по статусу нашего соглашения. Если А, они да, пойдут- да. Вы Давайте- говорили, я не перебивал. Всё, спасибо. Я буду просто отвечать на ваши сомнения. Будем мы так и разговаривать. Или по-другому будем говорить. Правильно же? Давайте так. Значит, еще раз. Сомнения, почему сомнения могут быть, но здесь это сложно, да, то об этом говорить. Тогда нужно сомневаться, и Российская Федерация сомневаться, что их решения здесь будут исполняться. Понимаете, да? То есть в этом плане, не то. Теперь следующий момент. Вы говорите, что по обратную силу закона и так далее. Мы в любом, там по соглашению есть момент, что все-таки включается национальное законодательство. Там есть момент такой. По нашему законодательству там есть еще не обратная сила, есть срок давности. Это тоже надо учитывать. Вы что думаете, все прошлые всякие споры, которые были лет 10 назад, будут приниматься здесь? Они не будут приниматься. Почему? Потому что есть соглашение срок, этого не следует. в соглашении есть, надо почитать нормально. Срок давности срабатывает. Да, да. Он но- работает. Давайте мы вот... Сейчас, да. у нас же отвечать же, правильно? Да, же? да. Теперь вы говорите об Они же не у обвале. нас судиться будут, они в Россию Дело поедут, не- я слушай, вам- вы причем еще наше раз говорю. законодательство. Я вам тогда- Мы же признаем их Стоп, арбитражей. стоп. Я сказал не я говорю об исполнении решений, которые вступили в силу у них. В нашем законодательстве, в Да. этой главе 28 четко прописано. Есть понятие такое срок давности Да. исполнения решений, которые вступили в силу. Если они 10 лет назад Да. были, их никто не примет здесь. У нас там срок до 3 Почему лет. вы так думаете? Закон наш так Какой говорит. закон? Соглашение В нашем противоречит законе. тому, что вы Нет, говорите. слушай, Пятая статья Дальше, этому противоречит. дальше. И наши суды, если вы говорите, что на наши суды будет оказываться давление, слушайте, Не на наши суды, на наше государство. мы будет сейчас о оказываться судах говорим. Ну, Подождите и пока, через- давайте пока о судах. Наши суды или будут оказываться давление и так далее, знаете что, товарищи, у них суды наши действуют по нашему законодательству. И в основном действуют, особенно если мы говорим с части экономических вопросов. Понимаете как? И здесь у них тоже есть возможности на то, чтобы решения отказывать в признании этих решений. Там тоже есть такие моменты, много различных случаев, и, кстати, в соглашении не прописано. То есть в этом Можно плане, вопрос задать? Сейчас можно я, и на это я сказать. хочу, чтобы Андрей Львович вот Теперь на вот, дальше. Будем- Теперь дальше по сказал- конвенции. Да. Значит, вы же все-таки, ссылка на конвенцию делается
в том плане, что стороны будут брать на учет эту конвенцию. А дальше, если почитать, дальше что написано? Дальше написано, что... Иви, ну вы посмотрите на своего Да, сейчас. слушай. Он же показывает вам, ну зачем это нам говорить, слушай, ну... Вторая часть этого пункта, она говорит о том, что, значит, российская сторона, понимая, что даже мы эту конвенцию не признавали, но как будто бы мы ее признали. Понимаете, вот там речь об этом. Ну а что, читать надо, написано. Да, Андрей Львович, я думаю, сейчас ответит на все вопросы, да, и Ну, как будто давайте мы- потом Да, продолжите. вот на самом деле, как Потому будто что- мы ее признали. Вы работали Значит, над эта этим сторона документом, российская, я так, думаю... понимаете, это ее мнение. Тут написано, Андрей, секунду, Там извини. написано. Я просто зачитаю эту фразу, он на самом деле Прочитайте, правильно прочитайте. говорит, интересно она звучит. При этом конвенция применяется к сотрудничеству в рамках настоящего соглашения, как если бы Республика Да, Абхазия являлась участником конвенции. Как Ну, если я бы. щас, Нет, ну, Да. мы знаете как-то, мы все русский язык знаем на уровне родного, а некоторые его знают лучше, чем родной, да, и если вот эта фраза, она имеет такой недвусмысленный смысл, ну, наверное, мы ничего не понимаем. Ну как если бы мы признавали это и значит, что в данном соглашении нас учитывают как людей, признающих эту конвенцию. Как по-другому это звучит? Андрей, может, я ошибся Вот сейчас? Андрей Львович хочет Да, ответить, да, но ему давайте. не дают эту возможность. Да. Да, он, кстати, самый выдержанный. Большое спасибо за предоставленное слово. Я изначально придержался той позиции, которую вы в самом начале своего выступления задали, не посчитал нужным кого-то перебивать. Спасибо. И думаю, что если позволите мне тоже высказаться, я вот записал к себе все эти тезисы, которые вы здесь озвучили, и вынужден по ним постараюсь быстренько пробежаться. От ГУР, если позволите, ну, я буду ссылаться в том числе на вас, на ваше выступление. Вот вы сегодня большую часть из этого повторили. Буду цитировать. Значит, вы как-то на одном из выступлений сегодня повторили, сказали о том, что ссылка на конвенцию, к которой мы не присоединились, делает этот документ абсолютно ничтожным. Ну, я бы здесь совсем коротко вам спарировал о том, что, ну, например, Конституция Республики Абхазия в 11 статье указывает следующее. Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в международных пактах об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах, других общепризнанных международных пактах. То есть, как минимум, Конституция, с учетом того, что мы ограниченно, да, признанное государство, нас большое количество стран пока еще не признали, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года фактически присоединились к этому пакту. И если вы мне скажите сразу, если мы друг друга перебиваем, я тогда не буду здесь по 20 минут молчать и буду перебивать в том числе. Сказали, поэтому я вынужден был вмешаться. Нет, Потому вы что тоже я сказал, сказали что аргументы, сама с которыми я не конвенция- согласен. Сама Давайте конвенция. установим правила. Если Андрей мы Михайлович, перебиваем друг друга, то я буду это делать я в том это числе. сделал вынужденно, потому что Я вы не тоже весь был мой аргумент, вынужден, вы я не весь тоже мой был аргумент вынужден озвучили. много с чем не согласиться Вы не из весь того, что мой вы аргумент говорите. озвучили, Мы пожалуйста. параллельно будем разговаривать? Я вам скажу. Нет, давайте почему. договоримся. Либо мы говорим, мы слушаем Артур, друг друга. я вас вы мне Я потом слово после, дадите, да. конечно, Я вы вас- после, у вас будет возможность ответить. Очень много, то, с чем вы сказали, я не согласился. Но я выдержал, выслушал лично вас в том числе. И в начале своего выступления Я на ваши попросил слова не вас ссылался, меня поэтому. выслушать. Вы на мои слова не ссылались, но вы обращались ко мне. Я еще раз цитирую. Ссылка на конвенцию, к которой мы не присоединились, делает этот документ абсолютно ничтожным. Значит, ссылка на конвенцию ООН, на Всеобщую декларацию прав человека, на Международный пакт об экономических, социальных правах делает нашу Конституцию абсолютно ничтожной. Я продолжу задавать вопросы. У нас есть соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия. Наш стратегический партнер. Там, в этом соглашении, очень похоже на то соглашение, которое мы обсуждаем, есть ссылка на Конвенцию ООН по морскому пароходству 1982 года. Есть ссылка на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.
Мы хотим сказать, что этот договор тоже ничтожен, следуя этой логике. С правовой точки зрения, как юрист, я с этим не согласен. Ответ на этот вопрос кроется в законе Республики Абхазия о международных договорах, в котором есть статья, которая называется «Присоединение». Мы присоединяемся к международным актам путем ратификации соглашения, либо части акта, либо полностью его содержания. Здесь все четко написано в нашем законодательстве. Вы в вашем выступлении сегодня говорили о том, что значит, в своем выступлении предыдущем называли мое имя, фамилию конкретно. Я ни в коем случае не поверю, и вы сегодня это повторили, что решение, скажем, Тхварчалского суда будет исполнено в России. И никто гарантий не даст, ни министр Барцыц, ни Александр Анкваб, ни Аслан Бжани не могут гарантировать, что решения абхазских судов будут исполняться в Российской Федерации. Вы сегодня это повторили. Так ведь дело в том, что мы действительно до сегодняшнего дня, ни я, ни те люди, которых вы перечислили, не можем вам это гарантировать только потому, что отсутствие международного соглашения не позволяют решения с большим уважением к Тхварчеле исполнять в Российской Федерации. Мы ничего и не собираемся вам гарантировать. На то и нацелено данное соглашение, чтобы ни Анри Барцыц, ни премьер-министр, ни президент что-то не гарантировали, чтобы вам, нам и всем нашим гражданам решение моего родного Гудаутского суда исполнялось в России, будут гарантировать не люди, а будет гарантировать межгосударственное соглашение, несущее высшую юридическую силу, чем национальное законодательство. Я иду дальше по тем тезисам, о которых вы говорили. Я уверен, что министр юстиции Барцыц прекрасно понимает размеры судебной системы, сегодня вы тоже это повторяли, России и размеры судебной системы Абхазии. Фактически, я цитирую вас, речь идет о поглощении одной судебной системы другой. Мы 30 лет выстраиваем свою суверенную систему судебную, и сегодня этим соглашением, где всего лишь 5 страниц, мы перечеркиваем все 30 лет наши усилия по созданию судебной системы. Я с вами не согласен в этом пункте, потому что, скорее всего, вы немножко перепутали термины. Судебная система – это система судов, это совокупность всех судов судебной системы, осуществляющих правосудие. Это количественный показатель. Но ключевой момент – это судопроизводство. Вот судопроизводство – это регламентированная нормами процессуального законодательства деятельность, направленная на осуществление правосудия. Если вы говорите об этом, то в контексте сказанного вами, вашей цитаты, о каком поглощении может идти речь, ведь неважно, какое количество судов в количественном смысле в Абхазии или в России. Важно то, что судопроизводство подчиняется нормам процессуального законодательства. А объем процессуального законодательства как в России, так и в Абхазии, сейчас условно скажем, плюс-минус примерно одинаковый. В этой связи с этим тезисом я тоже не могу согласиться. Вы сегодня озвучили, я не выхожу за рамки вашего выступления, я продолжаю, исходя из того, что вы сказали. Сегодня вы говорили в прошлый раз, сегодня вы повторили. Где гарантии, что гражданин России, пользуясь всеми правами гражданина России грузинской национальности, который покинул Абхазию, обратится, чтобы восстановить свои права на имущество, которое здесь осталось? Я и с этим тезисом, извините, не могу согласиться, потому что, исходя из сути того соглашения, которое мы принимаем, в рамках исполнения будут рассматриваться исключительно, я же не зря начал в начале своего выступления, что мы сузили, исключительно вопросы экономической, предпринимательской деятельности. С нашей последней, дай бог, последней, чтобы больше войны никогда у нас не было, у нас есть герои, нам этого хватает. Прошло уже 30 лет.
есть вопросы исковой давности, есть вопросы безхозяйных зданий, сооружений и так далее. Все эти вопросы уже 3 раза по 10 лет как сняты. И поэтому прогнозировать, исходя из норм процессуального законодательства, на которое направлено данное соглашение, о том, что какие-то вообще формы заявления будут, ну, у нас какой-то бизнес есть с грузинами, может быть, я чего-то не знаю. Может, Мой есть, ответ мы не нет, знаем. мой ответ, ну, сейчас, да, вы правы, я не знаю, но очень надеюсь, что нет. И даже если что-то такое есть, я говорю, что надеюсь, что нет, я не знаю. И исходя из норм, которые заложены в этом соглашении, и я возвращаюсь к арбитражно-процессуальному кодексу, у нас есть возможность, когда к нам приходит судебное решение, ну, придет судебное решение Российской Федерации к исполнению, мы здесь имеем основания отказа. И к основаниям отказа относится такой пункт, как нарушение публичных наших страны прав и так далее. Ну, вы это все видели, читали. И заканчиваю. Значит, очень много было сказано о количестве страниц этого соглашения. Ведь я же действительно, еще раз повторяю, не зря начал с того, что это Венская конвенция. Соглашение действительно небольшое по количеству страниц, но я хочу вам зачитать статью нашего арбитражно-процессуального кодекса 262. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, немного пропущу, признаются и приводятся в исполнение в Республике Абхазия арбитражным судом, если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором. То есть я сейчас зачитываю вам статью нашего арбитражно-процессуального кодекса, который был принят 21 ноября 2014 года. Уважаемый вы были депутатом парламента. Что еще раз Это скажите? арбитражно-процессуальный кодекс Республики Абхазия, статья 262. То есть вы были в числе тех депутатов, наших народных избранников, которые эту статью заложили. И не просто статью, целую главу. То есть, из чего мы исходим? Наш законодатель в 2014 году заложил не просто статью, а заложил целый механизм. Здесь глава называется «Производство». Здесь как принимается заявление, что должно быть, какие вопросы рассматриваются. Все здесь подробно. То есть вы же указываете на то, что соглашение короткое. Но в этом и смысл, что это соглашение раскрывает вот эту одну единственную статью, которую вы, как депутаты, заложили, а мы сегодня реализуем механизм, который вы заложили. Мы сегодня реализуем механизм. И я с 2014 года, ну, откровенно вам скажу, не примите ни в коем случае, я вот к вам обращаюсь, не воспримите как укор, да. Я с 2014 года не слышал, чтобы кто-то говорил, что в нашем национальном законодательстве заложена какая-то бомба, которая несет какие-то для нас угрозы и так далее. Как только мы соглашением реализовали 262 статью и открыли механизм, заложенный национальным законодательством, мы получили активное противодействие, активное противостояние. Я отвечу сейчас по-горячему. Во-первых, я хотел бы... Тут интересная тема прозвучала. Мы говорим о нашем законодательстве. Это наше законодательство действует на территории Абхазии, не имеет никакого отношения сегодня к международным соглашениям. Хотя мы на него ссылаемся, но в данной ситуации, вот вы когда говорите, мы вот всего вот по этим вопросам вот здесь показываем и говорите об этих статьях, я вам только что зачитал, слушай, понятие экономики всеобъемлющее. Здесь сотни, тысячи вопросов, которые возникают. И они никуда не денутся, от них мы никуда не уйдем. Сегодня эти вопросы в том или ином виде приглушены. Мы здесь на уровне своего законодательства эти вопросы остановили, отказались рассматривать какие-то исковые заявления. Но исходя из этого соглашения, эти вопросы вновь будут подняты. Потом мы, когда говорим о том, что эти там вопросы там, экономического плана, они только предпринимательской деятельности касаются. Обществознание, 11 класс, сегодня посмотрел. Экономическая деятельность, совокупность действий на разных уровнях хозяйствования,
среди которых, я здесь, к сожалению, не совсем четко написал, люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена материальными благами и услугами. Экономическая деятельность делится на 4 вида: производство, распределение, обмен и потребление. Вот согласно этому документу, да, вот простой пример. Потребитель может обратиться в арбитраж, приехал сюда, в Гагры, плохо накормили, в гостинице плохо обслужили. Поехал, выставил иск. Может? Не может. Почему не может? Гражданский арбитраж процессуальный. Да, я хотела, Место. кстати, этот вопрос задать. Речь идет об Да. арбитраже. Где находится Да. объект, там и происходит. Сима, я хочу... На гражданские и коммерческие дела договаривающихся государств распространяется документ или нет? Я хотела задать этот вопрос, но... Я, к сожалению, Вот. не могу сказать. Да, я думаю, На мой что Андрей взгляд, Львович скажет. распространяется. Дальше. Здесь есть у нас немало вещей, Да, которых Гурия, вот вам мы, дам слово. ну, давайте перейдем к сути вопроса. Для чего нам сегодня нужно создавать ситуацию, когда вот здесь, вот, допустим, у нас человек, местный бизнесмен российский, обратился. Мы имеем факты, что мы неправильно приняли решение. Почему он должен ехать в Россию? Мы в свое время, вы помните, как-то у нас тема нефти, а актуально была, так активно обсуждалась. Мы даже там эту норму заложили, что в случае каких-то экологических бедствий, нарушения каких-то прав прежними компаниями, мы будем судиться по этим вопросам в России, в российских судах. У меня вопрос вообще, речь идет об абхазской государственности или есть такая так называемая пуэрториканская система. Вот пуэрториканцы, негативный образ которых сформирован на американском телевидении, на самом деле живут по американским законам. И в Пуэрто-Рико, если возникают какие-то экономические вопросы, и, ну, за исключением каких-то частных вопросов, совсем узких, да, вот такого рода, да, о которых мы говорим, все суды Пуэрто-Рико руководствуются судами Соединенных Штатов. Я бы не хотел бы, слушай, чтобы мы в Абхазии создавали ситуацию, когда наши, почему мы дискредитируем свою, нам говорят, да, наши тоже там решения будут приниматься, но мы понимаем несопоставимость вообще, сколько у нас там находится населения, сколько, вообще мы слышали о каких-то судебных тяжбах, я за всю историю слышал об одном деле, чтобы наши граждане там судились. Но здесь, вот потом мы уже, возвращаясь по нову, да, давайте мы откровенно скажем, почему мы, вот нам что, его решение нужно в его пользу, мы знаем, что наш гражданин обеспечил по ново земельным участкам, создал компанию, получил разрешение выделения отвод земельного участка, создал инфраструктуру, дорогу, провел свет и так далее. И он это все сделал для того, чтобы Папанов его завтра просто росчерком пера уволил. Послушайте, это мошенничество. Если бы мы имели бы смелость провести разбирательство в нужном русле, выйти за пределы. Мы же смотрим, как в России проходят, кстати, в России порядка 15-20 тысяч ежегодно отменяется судебных решений, рейдерские захваты. Там своих проблем хватает тоже. Но мы почему-то хотим убедить наших граждан, что как только приезжие бизнесмены будут ездить и жаловаться на нас в Российской Федерации, это улучшит наше экономическое положение. Послушайте, уважаемые, вот я 10 лет проработал в парламенте, не самый выдающийся депутат, вот здесь мне даже напоминают некоторые вещи. Я за свою работу в парламенте, наверное, более 1000, может 2000, 3000 законопроектов в том или ином виде голосовал за или против, всего не упомню. Это, надеюсь, не небольшой недостаток. Но, с другой стороны, хочу отметить, вы знаете, каждый раз нам говорят, давайте мы сделаем это. Я приведу просто некоторые примеры. Вот здесь приводили прекрасный, хороший пример, мне понравился, объединенная группировка войск. Нам клятвенно обещали, как только будет документ ратифицирован, начнется перевооружение, оснащение современными средствами ведения боя абхазских вооруженных сил. Иначе не получается, ОГВ не может существовать, когда один ездит на современном танке, а другой, извините меня, идет пешком. То есть все должно соответствовать. Нас и там обманули.
Дон Табак, привожу вот здесь, интересная тоже, да, ситуация. Читаю, здесь согласовывали документы, одобрить представленный Министерством иностранных дел документ, согласовать с теми, с другими, с этими. Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Проект соглашения. Вот у нас Дон Табак, когда передавали в собственность, я опять же, тут не личности, сегодня кто работает, вчера, но это преемственность, это государство, правильно? Нам обещали инвестиции. Конечная сумма была в районе 2 миллиардов. Инвестиций нету, объект не отстроен. Рабочих мест нету. Сплошь и рядом, давайте поднимем документы. Вы мне скажите, я понимаю, министр юстиции сегодня, даст Бог, карьерного роста, послезавтра другой придет, он выше пойдет. Но мы что-то обратно сумели получить. Нас, еще раз говорю, на госдачу, как сегодня говорят, надули. На Дон Табаке надули. Огромное количество предприятий наших ушло за бесценок. Нам обещали массу инвестиций. Нам тогда тоже говорят, вот это вы примите, вот это нам дайте, придет инвестор. Потом нам рассказывали байки о том, что инвестор придет, когда мы позволим здесь покупать жилье, заселить Абхазию. Сегодня нам говорят, что этот документ необходим, чтобы инвестор был здесь. У меня вообще вопрос, вот я, знаете, чего не понимаю. А что, если у нас вот здесь инвестор, здесь сотни, если не тысячи примеров хорошего сотрудничества, как и везде. Вот в свое время, помните, скинхедовское течение было в России, да, и в течение года несколько абхазских ребят убили. Но мы, как мудрая нация, не посыпали голову пеплом, Царство им Небесное, не обвиняли там кого-то в антиабхазских настроениях. Но тут каждый раз стоит какому-то инциденту произойти, оказывается, вот есть такой анекдот, коротко, два друга, один другому говорит, в лесу медведя встретишь, что сделаешь? Ну, он говорит, застрелю, говорит, из ружья, а вдруг ты без ружья? Ну, говорит, из пистолета застрелю, а если у тебя пистолета нет? Ну, кинжал вытащу, зарежу, ну, что делать, как-то отобьюсь. А если кинжала нет? Послушай, говорит, ну, ты определись, ты, говорит, за кого, за меня или за медведя? Вот в данной ситуации я хочу понять вообще, кто за нас, за абхазский народ. Я чувствую вот последнее время тенденцию, слушай, нам объясняют это не от присутствующих, но звучало уже несколько раз фраза, что мы здесь обманываем, обижаем русских бизнесменов, нам этот закон нужен для того, чтобы они сюда приносили инвестиции. Послушайте, но абхазский народ не самый воровитый. И мы не так много людей обманули, может быть, там больше обманывают. Мы еще раз говорю, закладываем бомбу под предприятие, успешно функционирующее, потому что мысль произвести в случае спора какие-то манипуляции, выехать и провести судебное решение, привести сюда, возникнет обязательно. Поэтому я ни в коем случае не вижу сегодня нашей готовности для принятия и ратификации этого соглашения. Ратифицировать оно, все равно ратификацию будет проходить в парламенте, им виднее. Но здесь есть ряд опасений, они серьезные. Ссылаться на то, что у нас так, послушайте, у них по-другому, а потом я последнее, что скажу. Это тоже, наверное, юристы здесь, мы счастливы тем, что у нас квалифицированные есть люди, которые могут дать нам разъяснение, но я хотел бы сказать, ну и приняли мы решение по какому-то гражданину, да, он обратится в свой конституционный суд. А в России ихнее законодательство выше, чем международное соглашение. Но вы знаете прекрасно, 2 юриста, 3 мнения. Если бы все так было прозрачно, почему одни и те же юристы в судах, одни требуют наказания расстрелять, а другие оправдать и отпустить. Читают одни и те же законы. Поэтому неудивительно здесь, что разное мнение. А априори, понятно, министру юстиции, как человеку, специалисту в этом деле, легче на эту тему разговаривать. Но я вас уверяю, что наша практика говорит совершенно об обратных вещах. 10 лет нашей работы показывало, что нас постоянно ведут к тому, чтобы создать условия, заканчиваю. Я вижу, что идет
ситуация, чтобы создать условия. Здесь есть ряд олигархов, которые вкладывают определенные средства. Они, я не знаю, их можно назвать инвесторами, нельзя назвать инвесторами, но не всегда правильно и честно. Вот по той же, вот здесь министр официально обращаюсь. Давайте инициируйте, или я не знаю, кто это должен сделать. Как государственная дача, переданная Российской Федерации, оказалась у кого-то в собственности. Почему происходят такие факты? Почему мы здесь не можем этот вопрос решить, и мы надеемся, что там в России кто-то решит в нашу пользу? Не будет этого никогда. Михайлович, Ну, вот Адгур пожалуйста. ждет очень терпеливо, Да, и я тоже очень спасибо. терпелива, хотя вы уже Нет, меня назвали я- невоспитанной, но я не перебила. Я Да. ничего такого не Да, говорю. Хотел было. бы ответить Прекрасно. уважаемому министру. Вы тут маленькую лекцию прочитали про международные договора. Это мне, к счастью, все было известно, да, но все равно спасибо. Может, кто-то не знал, вот или зрители посмотрели. Я почему вас, я извиняюсь, перебил, по той причине, что вы мой аргумент озвучили не до конца и ответили только на его часть. Я говорил применительно конкретно к Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и исполнении арбитражных решений 1958 года, потому что она сама, эта конвенция, не предполагает нашего к ней присоединения. В ней это написано в статье 10. Я В еще других раз... конвенциях таких Да. ограничений Ну, нету. где-то есть, Да, где-то нет, но именно тех, конкретно в которых этой. нету, мы к ним Да, не потому что она присоединяемся. имеет отношение к правоприменению, там много разных нюансов. Еще раз скажу, сама конвенция не предполагает нашего в ней участия, потому что мы не член Организации Объединенных Наций. Так что поэтому я вынужден был перебить, эту важную вещь тогда не сказал, вот сейчас сказал. Что касается объемов наших судебных систем, я, может быть, не до конца договорил, да, свою мысль и был понят так, как сказал. Я имел в виду в том числе и объем нормативных актов. Где гарантии, что решение, которое примет российский суд, будет на основании закона, которого вообще в Абхазии нет? Нигде в соглашении об этом не сказано. То есть там могут быть статьи законов, у нас вообще такого нету в законодательстве. Кстати, у нас там по кредитная нормативная практика у нас ничтожная по сравнению с Россией, законов у нас такого количества законов нету, к примеру. Как мы будем в этой ситуации себя вести, когда будет приниматься решение на основании закона или статьи закона, которой в абхазском законодательстве нет? Это тоже серьезный вопрос, который, я считаю, мы должны проговаривать, хотя, наверное, сейчас уже поздно, так как документ подписан. Что касается вещей, вот вы мне оппонировали, сказали, что никто не может гарантировать там и личности, но я вас правильно понял, вот это соглашение может гарантировать исполнение решения абхазских судов. Я правильно понял? Да, совершенно верно. Да. Российское законодательство национальное выше международных договоров. Это недавно они такую норму приняли. Когда я говорил о том, что никто не может гарантировать, я в том числе имел в виду и эту особенность российского законодательства. И к тому же, я имел в виду, что фактически добиваться решений, исполнения решений абхазских судов надо будет конкретно по каждому решению. Еще одна важная вещь, которую, к сожалению, вы не озвучили, но я считаю, ее надо было озвучить намного раньше, до подписания, уже не по факту. Если, к примеру, гражданин России обратится в суд, скажем так, в Сахалине, ответчик здесь в Республике Абхазия вынужден будет на этот суд либо попасть, либо отправить своего представителя. Это будет сопряжено с большими финансовыми затратами для наших граждан. Вот уважаемый Леонид Чамагуа говорил, я с ним полностью согласен. Здесь много юридических тонкостей, которые вы, Андрей Борцы, знаете намного лучше, чем я и все здесь присутствующие, да, в студии. Но это не отменяет того факта, что это соглашение, в этом соглашении наших интересов граждан Абхазии нет. Это мое стойкое убеждение, убеждение многих людей, с которыми я по этому вопросу и с юристами я говорил, и с людьми, которые бизнесом занимаются, и в том числе с депутатами я говорил, наверное, ту работу, которую вы должны были провести до того, как подписали этот договор. И ни один человек здесь не увидел какие-то радужные перспективы, которые вы строите на основании этого закона. Он не для нас, этот закон, сделан. Я не знаю, для кого он сделан, и, надеюсь, никогда не узнаю, если его парламент не примет. Еще пару важных вещей я хочу озвучить. Я не хочу в полемику вступать. Если бы документ был бы сейчас на стадии обсуждения, он еще не был бы подписан,
имел смысл там вдаваться в тем не какие-то менее, мы обсуждаем, юридические и мы детали. мнение можем... Вы мне много внимания уделили моей личности и тем моим заявлениям, которые я сделал помимо этой студии. Поэтому, в свою очередь, тоже хочу рассказать об одной важной вещи. То, что произошло с этим соглашением, мне очень напомнило ситуацию с договором по Пицунде. Это соглашение было подписано, сейчас я точно посмотрю, 29 июня 2022 года. Соглашение по Пицунде было подписано, если я не ошибаюсь, в феврале того же года. Также оно было подписано, то соглашение по Пицунде, это в тайне, не было ни общественного обсуждения. Я об этом соглашении узнал недавно, около месяца назад. Хорошо. Если это такой стиль подход, я такой стиль считаю неприемлемым. Ни с депутатами парламента этот договор не был обсужден. Я со многими разговаривал и считаю, сейчас депутаты парламента в очень сложной ситуации, в такой же ситуации, как и получилась ситуация с Пицундой, когда им по факту, им по факту получается последний, кто принимает этот документ и будет нести за него ответственность. Да, это будет парламент Абхазии. Он получается, попал в такую неудобную ситуацию по договору по Пицунде и по этому соглашению. Я вот хочу мне такой стиль не нравится. Если бы мы на стадии, еще до того, как этот договор был подписан, я уверен, как у нас есть практика 2014 года, мы внесли изменения в межгосударственный договор. А вот в остальные договора, я думаю, здесь мы с удовольствием, на обсуждение выносим. Вот я хочу узнать, я просто раньше принимаемые соглашения, эта практика такая существует? Я дам разъяснение, ваш вопрос хороший и очень четкий вопрос. Я вам напомню быстро. Я могу не Пожалуйста, помнить, у нас касается МВД, помните название органа, который мы создали, к сожалению, ИКЦ, да, информационно-координационный центр. Обсуждение шло, по-моему, только ленивый по поводу него не высказался. Кстати, напомню вам, нам в открытую тогда сказали, о чем здесь обеспокоенность. Я не вижу противоречий в наших разговорах, просто каждый видит, наверное, одну сторону. И КЦ нам предлагали создать и 200 человек привести сюда сотрудников правоохранительных органов из Российской Федерации, в том числе для проведения оперативно-розыскных мероприятий. И это получило огласку, к нам приходили представители общественно-политических партий, движений. Мы приглашали на беседу, кстати, тогда был молодой мужчина, подполковник, представитель российских структур здесь, в Абхазии. Он давал разъяснения, для чего это нужно, как мы видим. Кстати, вот знаете, я не хотел бы быть пророком и ни в коем случае не претендую на это, но вот у меня стойкое убеждение, может оно ошибочное, но опять же говорю, я его выношу из своего опыта работы десятилетней, что у нас вот какая-то цепь выстраивается, мы прекрасно понимаем, у нас были разговоры с нашими коллегами из Российской Федерации, и одно за другим принимаемые или еще не принятые, но декларируемые решения, они преследуют только одну цель. И эта цель, извините меня, я никак не могу согласиться, что здесь, допустим, вот я и по ИКЦ пример привел. Более того, помимо ИКЦ у нас было обсуждение по той же объединенной группировке войск. Мы приглашали, есть, слава богу, Ависба, он работает, молодой, один из замминистров, по-моему, Дмитриевич, отчество. Мы его приглашали в комитете, обсуждения проводили, присылали. Все соглашения, начиная с момента, как мы принимали вот этот договор, подписанный в конце 2014 года, да, последующие, которые шли за ним, да, в развитии этого, они проходили обсуждения и неоднократно обсуждались и до парламента, когда к нам приходили документы, эти документы передавались в общественные организации. Я помню, кстати, вот сейчас я вам напомню, задолго до подписания, и уже не говорю о ратификации, там, и вот помню, как амсахаровцы в парке напротив Андрей Джиргения, тогда был членом Амсахара, выступал по поводу этого
договора всеобъемлющего, как руководство и представители Амсахара возражали и говорили, что он представляет нам для нашей страны большую угрозу. В этой студии, помню, горячее обсуждение. Каждая из сторон это плюс. Обсуждение это плюс. Даже до подписания, до Я ратификации и услышала, так мы далее. сейчас работаем. Поэтому коротко говорить, что закончу, это да. нонсенс, что мы хотели бы его до подписания обсудить, ничего в этом страшного не было бы, если бы... Я вообще не против. Нет, просто, я не вас да. имею в виду. Вообще я говорю... Я о хочу ситуации. услышать Ничего такого не остальных было. тоже участников Ну, сегодняшней еще не дискуссии. поздно, в парламенте обсудят, хотя ничего поменять не смогут. Я хотелось бы тоже еще одну важную вещь сказать. Мы здесь в студию не пришли не для того, чтобы там искать какие-то подвохи, да, кого-то в чем-то обвинять. Я реально переживаю за то, что не то, что в этом соглашении, а вообще все, что происходит в Абхазии, я воспринимаю как свою личную проблему и возможную проблему людей, моих близких, моего народа. И поэтому наша задача озвучивать риски и максимально минимизировать эти риски. Мы для этого этим всем занимаемся. Мы тоже. Я хочу напомнить одну ситуацию, почему у нас нету никаких тут личных друг другу там обид или чего-то, но всегда за тем, что публичный человек говорит, всегда за этим должна следовать ответственность. И мы людей судим, потому что они делают, что они говорят, и это в том числе касается там государственных служащих и министров. Еще раз я вернусь к Пицунскому соглашению. В этой же студии несколько месяцев назад было обсуждение Пицунского соглашения, и вы, Андрей Барцис, участвовал в этом обсуждении и тоже защищали то соглашение, как и это. В результате выяснилось, что в том соглашении были серьезные проблемы, да, и ошибки. Поэтому где гарантия, что вы сейчас не ошибаетесь в том, что вы говорите? Потому что уже это не касалось какого-то там, да, стороннего предмета обсуждения, это было межгосударственное соглашение по передаче почти 200 гектаров абхазской территории иностранному государству, и в нем была заложена ошибка. И здесь мы сейчас стоим и говорим о возможных рисках, которые здесь заложены, и вы спокойно говорите о том, что здесь все нормально. Почему мы не имеем права подвергать сомнению ваши тезисы, ваши подходы? Если бы вы до того, как подписали этот договор, обсуждали, отправили там, у нас много грамотных юристов, попал бы в парламент этот документ, я думаю, все риски были бы сняты, и сегодня нам не надо было вообще в этой студии находиться. Я вам говорю, проблема в том подходе, который реализуется, я не говорю про вас лично, о том, как власть осуществляет, то есть нас общество ставят перед фактом, подписываются очень серьезные международные соглашения, которые, по моему мнению, это мое личное суждение, оно обеспечивает интересы кого угодно, но не граждан Абхазии. Внутренняя повестка не реализуется. Почему мы ставим вопросы об признании в Абхазии иностранных судебных решений там, по экономическим делам? Почему мы не ставим вопросы, чтобы развивать местное предпринимательство, чтобы наших предпринимателей защитить? Почему у нас постоянно идет какая-то внешняя повестка, почему мы сами не генерируем эту повестку, почему мы не предоставляем не делаем какие-то предложения российской стороне, в том числе для развития нашего государства, наших предпринимателей. Вот у меня какой главный вопрос стоит. Почему мы исходим не из своих интересов, а из интересов иностранного государства, пусть даже и дружественного. Да, с этим никто не спорит. Россия много для нас делает. Но мы в своей политике, наше государство в первую очередь должно руководствоваться нашими интересами наших граждан, а потом уже все остальное. Гиви, вы будете что-нибудь добавлять Можно сегодня, ведь потому опытно что найти, да, и вот тут столько говорим о рисках, вот Да, конкретно давайте, какие риски и плюсы, вот нет, можно о вот рисках как-то я щас более по коротко порядку, да. тогда, Значит, потому что мы долго работаем. Да, в спасибо прямом за эфире, предоставленное слово. Я опять записывал здесь все. Значит, начну по порядку. Уважаемый Леонид Михайлович, вы зачитывали, значит, позицию касаемо экономических дел, зачитывали обществознание, учебник. Я вам тоже хочу пару цитат привести.
Это ряд, кстати, вот белорусские ученые, Вабищев и Маньковский, которые полагают, что в самом общем виде экономическая деятельность представляет собой деятельность стоимостного характера, направленная на создание материальных и нематериальных благ. Например, есть Не буду профессор... спорить. Да, ну, Не буду есть спорить профессор в этом плане. Белых, который экономическую деятельность определяет хозяйственной активность индивидов, их объединений по производству, распределению, перераспределению материальных благ в рамках товарно-денежного обмена, ну и так далее. Прекрасно. То есть, почему я сейчас, значит, зачитываю вам вот эти определения, это знаменитые ученые, потому что мы начали с того, что регулирование общественных отношений в данном соглашении носит узкий характер и не выходит за пределы, которые мы бы назвали бы опасным. У нас есть коммерческая предпринимательская деятельность внутри нашей страны. Эта деятельность регулируется нашим гражданским, гражданско-процессуальным, арбитражно-процессуальным законодательством. Да. По поводу. Панов. По конкретному, Панов. например. Панов. Давайте Как конкретно. раз у меня как мы- написано. вот Да, это как раз у меня шикарный записано вариант через решения. вопрос. Зачем мы Значит, будем по об поводу этом? Панова Я вам довожу, могу Бабеля по зачитать, поводу у меня Панова уже здесь довожу, цитаты значит, до готовые. вас свою позицию, отвечаю прямо. Ситуация Нет, связанная... государственную позицию. Я извиняюсь. государственную позицию не представляю, я Нет, представляю вы позицию министр. министра юстиции и Ну, свою это лично как государственная. гражданина. Наверное, в целом государственную позицию будет президент представлять. Значит, по всем оценкам ситуация, связанная с коммерческим спором между гражданином Пановым и гражданином Республики Абхазия, не является предметом регулирования этого соглашения. Не является. Почему? Потому что в соответствии с, значит, конкретно статью я вам сейчас зачитаю, в соответствии с нашим процессуальным законодательством, это статья 1196 Гражданского кодекса Республики Абхазия, это часть 3 Гражданского кодекса, выбор права сторонами договора. То есть стороны договора выбирают право. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению. То есть в случае с Пановым... Они какое-то уже право выбрали? Сейчас я скажу, да. Да, В случае с интересно, Пановым, я не- как пример, вот Да. если гражданин Российской Федерации, гражданин Республики Абхазия создают предприятие совместное, ну, Да. закон сейчас не Да. устанавливает СП, Да. это просто юрлицо. Это предприятие регистрируется на территории Республики Абхазия. Да. Подготавливается так называемый учредительный договор. Если мы с вами, будем примерно Да. с вами приводить, Да. вы российский гражданин, я Да. гражданин Абхазии. Если мы с вами в учредительном договоре пропишем, что Да. в случае коммерческого спора Да. мы будем, значит, применять нормы и, значит, пойдем в суд в Республике Абхазия, мы с вами это установили в учредительном договоре, мы пойдем здесь в суд. В случае с Пановым почему Да. другая ситуация? Потому что учредителем этого предприятия Да. был гражданин Российской Да. Федерации, а гражданин Республики Абхазия в учредительных документах Да. соучредителем не был. Не является, Он был совершенно. просто рядовым Да. сотрудником. Почему? Ну, я По щас- факту. По факту, да. По факту, Тут то есть по документам. Де-факто они были Да. компаньоны, равноправные компаньоны. Но де-юре, Да. по тем документам, которые они составили, Да. они были учредитель и рядовой сотрудник. Да. Когда у них произошел гражданский спор, ну, Да. бытовой спор, Да. не знаю сейчас, предмет Да. мне неизвестен. Разумеется, Панов пошел в суд и поднял документы. Да. И когда Панов увидел, что в документах наш гражданин Республики Абхазия не значится как Да. учредитель, у которого долевое участие и так далее, он спокойно обратился в суд и должен был законно получить То есть в связи с тем, что законно. здесь в делопроизводстве находится Да, здесь. это, поэтому уже Поэтому- невозможно выехать на Совершенно территорию верно. Российской Федерации. Я вам не зря. Вот смотрите, вот я вам сейчас, почему я хотел, чтобы меня вы есть для здесь себя знали. возражение. Ну, сейчас я тогда закончу. Почему я хотел вам зачитать конкретную статью? То есть, в целом, это соглашение приводит к тому, что должно привести к тому, что наши предприниматели должны быть более внимательны при составлении документов. Это такая определенная дисциплина. Почему это важно? Мы, например, вот есть такие вот тонкие Правовая вещи. безграмотность. Да, вы я не хотите хотел так сказать. называть. Ну, ничего Вот есть страшного, элементарные я к вещи. себе Да? это отношу Мы в когда первую заключаем договор, соглашение, юристы. договор там, и так далее, мы можем не обратить внимание, где написано там место заключения договора. Да. И, например, написать там город Москва.
Вот это даже вот это вот является основанием в дальнейшем судебный процесс, чтобы происходил не на территории Республики Абхазия. С точки зрения нашего законодательства, это соглашение и наше законодательство в целом предоставляет разные возможности. Какой вы предположим, видите в этой ситуации выход из положения, как решить этот вопрос? Да. И второе, я хотел бы сказать, я не согласен здесь с вашим Ну, видением. сейчас тогда я закончу. Да, давайте чуть-чуть, Я закончу. да, Значит, мы мой будем вывод основан на нормах долго гражданского работаем. процессуального кодекса. Хорошо. Значит, следующий вопрос. Значит, вот вы говорили, да, там мысль выехать и привести судебное решение. Но это не бывает так просто. Значит, это соглашение не подразумевает, что мы с вами имеем там совместное предприятие здесь, в Абхазии, я там гражданин России, и вдруг захотел, как поехал оно и принял. подразумевает? Как подразумевает, рассказываю. Значит, гражданский кодекс, гражданское процессуальное, арбитражно-процессуальное законодательство устанавливает, что спор будет в том суде, если договором иное не установлено, где зарегистрировано предприятие, то бишь в Республике Абхазия, и находится сам объект. Если речь идет о гостинице, которую гражданин Абхазии, гражданин России в Абхазии построили, гражданин Абхазии, гражданин России гостиницу построили на территории Абхазии, это первый пункт. И предприятие, ну то бишь юрлицо, ООО, зарегистрировано здесь. Это уже два пункта того, что он никак не может Просто проехать прекрасно, туда и там. очень доходчиво объяснили вопрос. А вы можете сказать, что я вам пример привел, настоящий живой, связанный с добычей нефти на территории Абхазии, где у нас зафиксировано, что мы берем на себя обязательство судиться с российской стороной, там, по ихним законам и так далее. Вы Отвечаю. можете утверждать, и это просто пример, вы можете Да, я утверждать, отвечу что на это, да. тысячи этих совместных предприятий, вы знаете, на каких основаниях составлены документы, и что они все эти документы исключают возможность выехать и принимать решения там. Даже в случае с Пановым, я думаю, если статья поменяется, и он иск по-другому подаст у себя в стране, они примут его к рассмотрению. Здесь не все так однозначно, как вы говорите. Вы сами прекрасно знаете, какие есть возможности, особенно для крючкотворцев и юристов. Да, я Конечно, отвечу. я же спросил. Значит, вы задали вопрос, связанный с тем, что там нефть и так далее. Я не знаю, о каком примере вы говорите, Не, но ну, знаю точно, что, я могу например, объяснить. да, я отвечу на вопрос. Ну, например, мы создаем совместное предприятие, или я там хочу получить займ, кредит, потребительский или еще какой-то в Российской Федерации, или приезжает компаньон. Я могу на начальном этапе с ним договориться. Вот он приезжает и говорит, для гарантии моих финансовых инвестиционных вложений я тебя прошу как своего компаньона. Если ты не возражаешь, давай в нашем учредительном договоре мы укажем, что местом разбирательства будет, да, там, суд в Российской Федерации. Я могу на это согласиться, могу не согласиться. И это вне зависимости от того, ратифицировано соглашение или нет. Это происходит и сейчас. Сейчас Я вопрос пойду дальше. можно сразу, я извиняюсь, нам так легче, вы грамотно объясняете, мне очень приятно вас слушать. То есть в этой ситуации, по поводу вопросов с нефтью, я же говорю о том, что я не вижу здесь, ну да, написали, кто-то подписал, кто-то с кем-то договорился. Ну расскажу позже, здесь, наверное, многие знают, что это такое. Я не вижу, я об этом пытаюсь все время, я не вижу нашего интереса. В чем? Мы, когда мы, Нам вот я интересно привожу пример, да, вам, который о котором, к сожалению, вы не знаете, но вы уловили, вы говорите, да, но если они так договорились, то что делать? Ну, я говорю, тут вопрос, почему это вызвало ажиотаж в обществе, но, к сожалению, возможно, вас здесь просто не было, поэтому вы не слышали. Когда нам говорят, что приедет компания, будет добывать нефть, там, Окум оттуда началась на шельфе и так далее, встал вопрос о рисках. Экологических сразу вспомнили, что на американском шельфе произошло еще что-то, там разные ужасы и так далее. Ну, вопрос в чем, почему он возмутил общество, этот вопрос. А в чем наш интерес, если у нас здесь, не дай бог, кто-то нагадит, а судиться мы будем у него с огромной компанией там и так далее. Теоретизирую еще раз, абсолютно негативно не отзываюсь о дружественной стране и так далее. Пример, я еще раз хочу понять, в чем наш интерес? Вы грамотно излагаете, очень доходчиво, на самом деле многие вещи я не понимал в этом документе, приятно слышать. Но тем не менее я не могу понять, почему мы эти решения должны принимать там,
Ну, если кто-то договорился, тогда давайте везде расшифровывать, писать и так далее. Вы знаете, мы законы принимали многие с отсылками на какие-то законодательные акты, но было и немало законов, при которых приходилось просто расшифровывать. Надо, наверное, об этом писать в соглашении. Но вы сейчас будете мне говорить о статье. Да, но я с вами уже несколько раз не согласился, потому что я тоже обращался к документам в Российской Федерации по их арбитражам, как они рассматривают эти вопросы. И я думаю, если у них будут приниматься эти решения, касающихся наших там граждан, в том числе, они будут приниматься, наверное, по их законам. Нет, вот а это не я по это и нашим. хочу Да, вам сказать. вот, Вот обратите внимание, глава 67 Гражданского кодекса, часть 3, статья 1180. Личный закон физического лица. То Да. есть, если это касается физического лица и появился спор, я далеко не буду заходить. Да. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которого это лицо имеет. То есть гражданин республики, вы же об этом сейчас говорили? Да. Гражданин Республики Абхазия, здесь предприятие, личным законом его как физлица является гражданство Республики Абхазия. Да. 1187. Личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо. То есть если у нас совместное предприятие, ну, оно в любом случае зарегистрировано здесь, в Абхазии, раз гостиница условно у нас здесь зарегистрировано. Значит, по статье 1187 мой соучредитель не сможет туда поехать и в Сахалине принять решение. Мы в любом случае остаемся в рамках абхазского государства и права. И еще раз, ну вот последнее, да, это выбор 1196. То есть изначально мы можем выбрать. И теперь я отвечаю на ваш вопрос. В чем наш интерес? Вот, например, значит, есть же такие вещи, как кредитование, банкинг и так далее. Вот я, например, сегодня хочу открыть в Республике Абхазия предприятие. Опять-таки вернемся к той же злосчастной гостинице. Я хочу попросить кредит в российском банке. Там процентная ставка намного ниже, там есть льготные условия и так далее. Я могу прийти в российский банк и сказать, я хочу в Абхазии построить гостиницу. Они мне говорят, в связи с тем, что, да, значит, глава 26 арбитражно-процессуального кодекса Республики Абхазия не работает в связи с отсутствием соглашения, мы хотим дать тебе деньги, потому что Абхазия окупаема, вы человек добропорядочный и так далее, но не можем, потому что в случае чего наши риски не оправданы, мы не сможем вернуть сюда деньги. Когда будет это соглашение, если оно будет ратифицировано, российский банк скажет, мы можем доверить деньги абхазскому предпринимателю, потому что там, экономически быстрее окупаются денежные средства, и поэтому банк будет Очень заинтересован дать эти деньги. Очень заманчиво будет звучит. заинтересован. И вот основная цель Но этого по факту соглашения... закончится тем, что будет огромное количество судебных решений, не это в срок будет нас достроенные дисциплинировать. гости. Нас это должно дисциплинировать. Андрей, Почему я должен страдать с из-за... глубоким уважением к вашим знаниям и к тому, что вы Давайте говорите. уже завершать. Я еще Давайте вот мы последнее, да, мне- начнем себя дисциплинировать сами. Вы нам предлагаете, вы знаете, это петля, в которую мы голову, когда засунем, мы уже не высунем. Михайлович, Мы- Я согласен, понимаю я не ваши, согласен с вами. я понимаю, что Мы вы не уже согласны. час так 20 в говорите. эфире, Мне это давайте радует, мы что мы с очень другой много стороны, одно и то же я говорим, хочу да, ответить. давайте конкретно. Последний вот. ответ. Да, Значит, я хочу, здесь чтобы мы записывал. подвели итоги. Вы мне говорили про Пицунду. Значит, соглашение подписано тайно, с этого вы начали. Тайно подписано соглашение. по Пицунде и да. Я говорю про соглашение, которое я подписывал. Мы его Оно не подписывали обсуждалось на в обществе. Петербургском юридическом форуме. Мы его подписали Оно в обществе открыто. не обсуждалось. Мы выложили это соглашение, и кабинет министров, и правительство, всем было щас известно. Это про О данном подписание. соглашении. Никакого Я тайного о его существовании подписания пару не недель было. назад общество узнало. Если вы узнали о существовании И этого общество документа, тоже, то поверьте, Нет, по вы этому можете говорить за соглашению, все по общество. данному. выступление. Нет, Вы нет, за все нет. общество Да, можете вы говорить. видели мое выступление? Я задал вам вопрос. Вы Я- можете говорить за все общество? Как минимум, Я сильно в этом я точно сомневаюсь. могу больше вас за общество говорить, потому что я В с ним связи с общаюсь чем? каждый день. А я, по-вашему, не общаюсь? Ну, судя по тому, что это соглашение мы узнали только сейчас, вы не общаетесь с обществом. Что вы узнали только сейчас? я Вам открыть говорю сайт общество. Министерства Пове- юстиции Да, продемонстрировать? Поверьте Да, мне, давайте себе уже, говорите, пока я давайте это конкретно по соглашение делу, не да. озвучил, многие люди о нем не знали. Я вам То говорю есть по вы факту, как сообщили есть. обществу об этом соглашении. Вы это хотите сказать? Большинство людей, которые о нем узнали его
от меня, От когда вас. я его, поверьте мне, это Я не медицинский верю факт. вам. Да. Я не Я вам верю тоже не верю, после того, как Да, вы здесь чё вы выступали, говорите? говорили, что Пицунское Я соглашение на это тоже хорошее, и в нем Да, нашли ошибки. давайте... Вашим словам больше нет доверия. Адгур, Так, чуть-чуть, Уважаемый Хочет министр, Хайзыцерю? понимаете? У вас хороший лично. диалог, Да. давайте. Уже- Я вам отвечу насчет, значит, Ну, доверия к моим словам. Значит, что касается Пицунды. Я думаю, что вы не забыли, я являюсь министром юстиции. Для меня мои основные познания находятся в области права. И я вот здесь выступал с самого начала по самый конец как министр юстиции. Все измышления мои и рассмотрение этого проекта соглашения в рабочем порядке были связаны с юридическими вопросами. Я не являюсь землеустроителем, и даже при большом желании это не входит в сферу моей компетенции, поэтому говорить о том, что не нужно было вам это говорить, скажу вам так. Поэтому сегодня я Что мне могу надо говорить, спокойно... я знаю, поверьте Нет, мне, меня Да. не надо вы слушать, можете что мне говорить, но оно не должно Да. затрагивать меня. И что вы закончу говорите, это тоже я, не должно меня значит, затрагивать. с, Вы это сделали опять-таки не раз, вашими кстати. словами. Вы говорите, я это соглашение расцениваю как экономический Гаагский трибунал для абхазского народа. Ну, как вы говорите, раз вас все общество слушает, я хочу вам и на это ответить в том числе. Назвать данное соглашение экономическим Гаагским трибуналом все равно, что назвать его судом Осириса из книги мертвых. Вы спросите, почему? Потому что ваше высказывание точно такой же и древнегреческий миф. И я вас прошу прекратить давайте заниматься чуть-чуть, политической ну, я Да. мифологией. Давайте мы Это уходим мой от вам темы, ответ. давайте- моя оценка Значит, этого В договора, конечном потому что итоге, при личных значит, слов, Сима, чтобы я ваше хочу соглашение закончить Да, вот я эту вам- эту озвучить, часть да, своего давайте вот- выступления. Поэтому я использую Хочу это выражение Гаагский трибунал. Свое выступление хочу свое выступление закончить тем, что меня всех же нас что-то беспокоит. Меня в том числе беспокоит то, что, на мой взгляд, у нас появляется какой-то клуб рассерженных экспертов. Когда ты, я говорю за себя, открываешь просторы интернета и видишь людей, за которыми тезисы записываешь, и умиляешься о том, как вообще на них отвечать. У общественных деятелей, у политических деятелей, на мой взгляд, должна быть такая вещь, как ответственность, политическая ответственность в том числе. И говорить те вещи, которые я слышал, и на некоторые из них я сегодня пытался парировать, это два варианта. Либо юридическая безграмотность, либо умышленное введение нашего общества в заблуждение. Я призываю всех нас быть ответственными и в качестве экспертных оценок ссылаться на нормы законодательства. Спасибо за внимание. Секунду, Андрей, Сима, мы можно должны я проверить. два слова? Андрей, вы публичный человек и должны понимать, я с симпатией это сейчас говорю, должны понимать, что в интернете люди пишут свое мнение, оно не обязательно должно быть высокопрофессиональным, это первое. И второе, все-таки вы знаете, вот вы правильно сказали, вы министр и отвечаете за свой, извините, узкий участок. В целом, да, государство у нас широкое, а это узкий участок. Вот здесь ряд примеров я приводил. Это меня тоже касается то, что вы сказали. Я не юрист, могу заблуждаться. Еще раз, вы объяснили доходчиво некоторые вещи. Но я вам привел факты. А факты сегодня говорят в Абхазии, что есть некая тенденция, на мой взгляд, еще раз говорю, эти факты говорят о том, что есть некоторая тенденция, направленная на решение интересов узкого круга людей. Вы уже это В третий раз, да, результате сказали, этого, да, прошу, давайте мы решения очень тянем мы эфир, можем да. оказаться у разбитого корыта. Да. Все, Я спасибо. поняла, я услышала, да, вот сегодня Можно практически я не говорил, отвечу? Тут Адгур, было- мы все уже Можно много я? сказали, давайте Мой адрес вашему я хотел бы коллеге. ответить. Не, товарищ, так не пойдет. Вот так не Гиви пойдет. хочет сказать, Вот он сегодня практически Если не вы говорит и заметили, всех слушает, да, я очень начал, спокойно. чуть да. сказал и перестал. Да. Ну, хотел, чтобы все-таки мы выслушали друг И друга. Если мы мы бы спорили, завершаем. мы не смогли бы эфир провести. Но я вообще-таки думал, что мы будем говорить о соглашении в той части, что как все-таки вопросы признания и приведения в исполнение будут работать. Понимаете, там же есть, Да. вот, я думал, у нас спор будет здесь, потому что нас же слушают и профессионалы, и те же судьи, и арбитражных судов, и других, и думают, ну, о чем они говорят, скорее всего, а говорили бы о механизме, как это признание все-таки происходит, и как его приводить в исполнение, понимаете, мы ушли от этого. А если бы мы здесь, в этом ракурсе говорили, там интересно было бы.
Всем интересно было. Вы А мы ушли. знаете, Мы ушли. здесь нам некоторые ликбез устроили, я без иронии говорю, потому Нет, что это все-таки я не юрист, да? Еще раз говорю, я руководствуюсь практикой. То, о чем вы говорите, для этого как раз нужно было в свое время, может и сейчас не поздно пригласить людей, юристов высокого уровня, представляющих разные точки зрения и обсудить. Я- Знаете, Леонид, там за Яшу, гиви Яшу. абгацух шахаси канацотам не ай утса созиги изгана, а ус кунуз буиги хамук шахи и хей халут хши хозгуана гаразмо юрист ги хайзызыр. Михайлович, Уиги я вот в абзия. подтверждение, Салгут, я поэтому салгут. и лишний раз А, здесь салгут старался даже не салгут. Да. скрывать. Гиви Я Альве закончу. Яхтап. Леонид, Вам с Оля. профессионалом Уи легче знами было. за сюхарт хачафинаце обриаганах хагаз гибзиху не интерес гема. Это один момент. И потом еще раз хочу сказать, ну уже здесь говорили о том, что по данному соглашению, слушайте, вы вспомните лето, открываем все источники информации по подписанию и до этого тоже. Мы сами тоже не читаем. Мы не заходим на сайты ни правительства, ни Министерства юстиции и так далее. Информации висят. Их надо просто читать. Понимаете? Если вы скажете, что общество не знало, общество, может, и не читает, поэтому и не знает тоже. Это тоже есть такой момент. И это одна сторона. Другая сторона, я вообще не сторонник того, чтобы все решения мы давали в общество. Слушайте, на то и исполнительная власть, на то и законодательная власть. Каждый на своем уровне и имеет меру ответственности. Правильно же? Опыт развития нашего государства, Подожди. к сожалению, о другом гиве Не-не-не-не, говорит. Я с вами подождите, согласен, но не мы может через быть многое- белым то, что вчера было Так, черным. Леонид, мы давайте через мы многое от темы проходим, уходим, давайте проходим. уже конкретно Но если говорить каждый по вопрос мы теме. будем Очень выносить, ушли Леонид, далеко. мы ничего не примем. Да. И не будем стоять на одном Это не месте. секретный вопрос. Ну, слушайте. Ну, Ну, не и секретный тем более, же что этот вопрос. вопрос не такой уже и проблемный. На если базе уж это- парламента можно было в народном собрании, на базе парламента можно было бы... И на обсудить. базе парламента все же вопросы. У каждого есть своя компетенция и мера, и ответственность. Поэтому, а тем более, что по данному соглашению никаких закрытых моментов не к было. сожалению, Оно было открыто. Мера Вот компетенции и ответственности некоторых наших руководителей, которые до сих пор, я не хочу на бил оскомину говорить, ну нету этой Давайте ответственности. Андрей, это не к вам будет Спасибо. сказано, Да. да, вы можете сейчас вздохнуть. Я о другом совсем говорю. Андрей, Но переживает. вы говорите об идеалах, их нету. Давайте уже Мы завершать. говорим, Я- мы говорим о коротко, праве. два Как слова. закончить. Очень буду коротко, вступать, если, я потому очень, что мы да. долго работаем, Да, и это мы есть очень идеал, и который идем по мы кругу стремимся. одно и то же. Почему-то Давайте, мы если что-то приходим к новое. другим вещам. Только. Я- Все, я- спасибо. Да, Адгур, Да, столько- буквально два слова. Да, столько внимания моей персоне было. Уважаемый Андрей Львович, вы здесь Я много, вас прошу без лишних. да, много личных мне оценок дали, я не понимаю почему, потому что я лично вас не затрагивал, я говорил о конкретных ваших действиях, не о вашей личности я говорил. Да-да-да, Поэтому я считаю, ваши Ничего личного. высказывания были лишние и недостойными, как минимум, министра Ну вот сейчас вы, юстиции опять уже, Абхазии. вот сейчас вы опять уже оскорбляете. Давайте вот Я Но советую вам вы, этого вы больше лично, не вы делать. лично, вы лично Я меня советую затронули, вам назвали, больше этого назвали меня там не каким-то переходите, экспертом. я вы вас не вы называл, перешли, я вы ваше имя перешли не на называл. личности, поэтому Я вас прошу не делать. я вам Любой хочу эфир имеет ответить. свойство Да. закончить. мы Я- очень я долго вам- работаем. Адгур, пожалуйста, я вы вам можете хочу это ответить. все обсудить Да, после вы можете эфира. как Сейчас угодно. мы будем Давай. говорить Отвечу на конкретно коротко, о как проблеме. угодно Да? иронизировать про суд Мы- Осириса, про Гаагский суд. Я о чем думаю, что мы угодно. долго говорим, и Да. поэтому нас В уже случае- чуть не в другое в случае русло заносит. Да, давайте негативных завершать уже. последствий данного соглашения вы лично, как министр юстиции, как человек, который это соглашение продвигал, как и Пицунское соглашение, Буду человек, который нести это соглашение, ответственность. вы лично Принимаю. будете нести эту 100%. ответственность. Суд будет народа, не Осириса, не Гаагский суд Абхазского Абсолютно народа. однозначно. Я Принимаю. надеюсь, вы это осознаете. Да. Абсолютно Спасибо, принимаю. спасибо, Все, спасибо, принимаю. позитивно. Ответственности не боюсь, Вот, принимаю. когда мы, прежде чем начать вот этот эфир и готовиться, естественно, я изучала тему, да, и это такая тема, которая, вот как вы сказали, Михайловичу, наверное, понимают только юристы хорошо и все тонкости. Много было вопросов, которые даже я не успела задать, но вот Львович очень хорошо ответил, доходчиво, лично для меня, я не знаю. И каждый сегодня смог, я думаю, у вас была возможность высказать свое мнение. Кто-то был очень убедителен, кто-то не очень, но тем не менее все высказали, что хотели. Я думаю, у всех это получилось в полной мере, да? И вам прямого эфира хватило этого? Потому что... Конечно. Да. Ну Конечно. тогда мы завершаем на этом. Благодарю.
за участие. Почти 2 часа, да? Вам тоже Да. большое спасибо. Мы еще раз возвращаясь к сказанному, я ни в коей мере не хотел задеть вас, просто когда, ну, вот, что яростно, мы как-то не обсуждали нигде в обществе эту тему. Мы Я только- говорила о том, что я видела, я поэтому... А что вы видели? Ну, я видела несколько выступлений, высказываний, комментариев, и я в этом слове Ну, ничего это плохого же не не видела. публично И это не было, где-то не было. было поводом называть меня невоспитанной, это правда. А я такое Да, слово сказал? завершаем. Все, спасибо. Нет, я не слышал ничего такого. Я такого слова не говорил. Просмотрите начало, да, мы уже закончили эфир. Шахов Шерифбут. Ну, дай бог, чтобы я ошибалась. Ты ошибаешься. Да, наверное. Усакус.